начале октября текущего года Комитет национальной безопасности Республики Казахстан провел масштабную специальную операцию по ликвидации организованных группировок, участники которых подозревались в совершении серии общеуголовных преступлений. Спецоперация единовременно проходила в 3 регионах страны – в области Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях. Задержания, обыски и другие следственные мероприятия оперативниками КНБ были проведены при координации Генеральной прокуратуры и содействии Министерства внутренних дел. Оперативная информация о функционировании в приграничных регионах криминальных схем стала поступать в органы КНБ из различных источников с начала текущего года. Согласно добытым данным, дельцы преступного мира организовали устойчивые группировки с целью получения нелегальных доходов, используя экономическую деятельность в приграничном пространстве. Затем последовал этап анализа первичных сведений, когда подтвердилась версия о том, что органы национальной безопасности выявили не просто разрозненные факты, а системную преступную деятельность вблизи границы, было принято решение объединить все материалы в рамках одной оперативной разработки. О том, как специальные и правоохранительные органы готовились и проводили спецоперацию, детально расскажем в нашем документальном фильме. Огромную опасность для государства и общества представляют организованные формы преступности. Наш отечественный опыт, а также события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками. Не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. Тем более нельзя героизировать криминалитет. Любая специальная операция требует тщательной подготовки. Все проходит в обстановке максимальной секретности, потому что любая мелкая утечка может привести к расшифровке и, соответственно, провалу. Доказательную базу оперативники собирают по крупицам. Разработка является одной из самых сложных форм оперативной деятельности. Однако большой опыт и профессионализм наших оперработников, неоднократно участвовавших в таких мероприятиях, позволили в течение буквально 2 месяцев собрать всю необходимую доказательную базу. Спецоперацию было решено проводить одновременно в 3 регионах. Для этого были разработаны детальные планы, исключающие риски и угрозы деятельности добросовестных участников экономической деятельности. Сформированы оперативные группы, проведен инструктаж каждого участника. С учетом проведения спецопераций вдали от областных центров, переброска оперативных групп осуществлялась не только автомобильным транспортом, но и воздушным. Был создан штаб, который координировал ход проведения спецоперации. К слову, в ней было задействовано более 300 человек. По словам оперативников, подозреваемые в последние недели перед задержанием чувствовали себя абсолютно безнаказанно. Более того, они перешли к физическим угрозам не только в адрес гражданских лиц, но и сотрудников правоохранительных органов. Приграничные районы всегда являлись неким местом притяжения для организованной преступности ввиду больших возможностей для извлечения нелегальных источников дохода. ОПГ – это, как правило, хорошо организованная группа преступников со своими четкими правилами и иерархией. У каждого в этой группе своя роль и свое место. Чужаки у этой стаи вызывают недоверие и отторжение. Внедриться к ним крайне сложно. Оперативникам приходилось работать на грани, ведь подозреваемые представляли серьезную опасность, при себе имели оружие и в случае чего не побоялись бы его применить. Преступные группы действовали на территории определенной местности. Вы понимаете, где все пути, подходы и лица им были известны. Появление на их территории какого-то незнакомого человека сразу привлекало внимание и приводило к временной остановке преступной деятельности. Также участники группировок применяли повышенные меры конспирации. В вопросах противодействия организованным формам преступности Комитет национальной безопасности на должном уровне наладил взаимодействие с органами прокуратуры и полиции. В этой связи к спецоперации были привлечены силы и средства Министерства внутренних дел, в число которых, помимо оперработников и криминалистов,
входили также и подразделения специального назначения. Подозреваемые осуществляли свою преступную деятельность на приграничных участках с Китаем, Хоргоз, Узбекистаном, пункт пропуска Жибекжолы, и Кыргызстаном, пункт пропуска Кордай-Авто. Совместными усилиями сотрудников Центрального аппарата и территориальных департаментов КМБ обеспечен сбор всех необходимых сведений о преступных действиях участников организованных группировок, а также организована их фиксация и документирование. С начала 2023 года сотрудники КНБ и МВД пресекли деятельность 15 особо опасных преступных групп, задержан 131 участник ОПГ. Изъяли 563 единицы оружия, 64 автомата, 219 пистолетов, 278 ружей, одну снайперскую винтовку, один гранатомет, 67 гранат, 2 выстрела к РПГ, одну мину, один противотанковый снаряд, 800 граммов взрывчатых веществ, 1 СВУ, 15 взрывпакетов и 84 тысячи боеприпасов. Ликвидировали 14 каналов оборота оружия и боеприпасов, а также 7 кустарных мастерских. Обнаружено 22 схрона. По завершению спецоперации под кодовым названием «Ликвидация» были доставлены 72 подозреваемых лица для дальнейших следственных мероприятий. Им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, в том числе по фактам вымогательства, организации каналов незаконной миграции, незаконного хранения наркотиков и оружия, а также иных деяний. Вина каждого будет определена судом.